Смотрите, долила еще воды, перемешала. Хотела накрыть клеенкой, не нашла. Сейчас накрою старой тряпкой и сверху крышкой. Все, через 2 недели, я думаю, все хорошо побродит. Здесь 2 отверстия. Если что, будет попадать воздух сюда. Потом будем разбавлять с водой и все поливать. Кто еще так не делал, приготовьте. Я это делала во время карантина. Но тогда делала в маленьких ведрах. Тогда было не очень удобно. Запах, конечно, неприятный. Через несколько дней будет еще хуже. Но все-таки очень полезное, натуральное, природное удобрение. Смотрите, у нас огородов или какого-то хорошего участка нету. Вот здесь мы чуть-чуть тыкву посадим. Там у нас пока курочки. Когда их уберем, может, клубнику посадим, как раньше. Здесь инжир 4 дерева. Здесь у нас мята 2 вида, немножко малины. А здесь, знаете что? Сейчас покажу. Тут лимонная мята, если кому-то это интересно. А вот это черемша листочками. 1 год сажали. А растет вот такими листочками. Ну, говорят, салат очень полезно. Там у нас виноград. В общем, каждый сантиметр земли надо использовать. А уже на улице, вокруг дома, я посадила вишню, шпанку. Посажу еще ландыши. Хочу, чтобы было везде красиво. Здесь у нас розочки чуть-чуть остались. Вот такой запах свежескошенной травы. Просто прелесть. Очень вкусно пахнет. Тут траву я соберу, угощу курочек. Им тоже полезно будет. Не убегай, кошечка. А здесь у нас вишня, я вам уже показывала. Здесь была роза, теперь превратилась в шиповник. Чья кошечка? Не наша вроде. Пс-пс-пс. Трусишка. Летом здесь бывает очень-очень солнечно. Даже сгорают некоторые кусты. Видите, наша юбка цветет очень красиво, но и сгорает легко и быстро. В общем, всем хорошего дня. Совет я вам дала.